Республике не хватает свыше 600 врачей. Цифры были озвучены на совещании в администрации главы Коми по восстановлению и развитию рынка труда в регионе. Ситуацию оценил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и соцзащиты России Михаил Кирсанов. В центре внимания оказались не только кадровые проблемы медицины. Что еще обсуждали, знает Александр Карепин. В Коми стоит задача до конца этого года вернуть занятость населения к уровню 2019 года. Найти рабочие места нужно для чуть более 20 тысяч человек. Для этого у республики есть свои пути решения. Один из них – так называемая страховка от бедности – соцконтракты. Рассчитывать на помощь от государства может любой житель Коми, который оказался в непростой жизненной ситуации. Все, что нужно – заключить соглашение с органом соцзащиты. Государство выделит средства, окажет правовую или консультативную помощь, а ее получатель, в свою очередь, возьмет на себя определенные обязательства – пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело. Правительство Республики Коми реализует комплекс мер по восстановлению численности занятого населения, но, тем не менее, миграционный отток населения республики пока не позволяет полностью достичь поставленных целей. Так, в среднем за март-май 2021 года численность занятых в экономике составила 389,5 тысяч человек или 97,6% от показателя 2019 года. На работу удалось устроить уже 18 600 человек, отправить на обучение 1200 безработных, заключено 624 социальных контракта. Результаты хорошие, однако есть над чем работать. В республике не хватает медиков, всего требуется 641 специалист, как врачи, так и средний медперсонал. В особом дефиците хирурги, инфекционисты, кардиологи, неврологи, акушеры-гинекологи, врачи УЗИ и функциональной диагностики, эндоскописты. Причины – переезд в другие регионы, старение кадров и более высокие зарплаты в коммерции. Мы видим, что ситуация на рынке труда в республике не самая простая. В то же время мы видим и готовность к взаимодействию, и наличие идей по тому, как восстановить занятость. И самое главное – готовность уважаемых коллег на всех уровнях работать вместе. Медработников не хватает в Усть-Цилимском, Троицко-Печорском, Удорском районах, в Уктыле, Печоре, Ухте и Сосногорске. В Прилузском и Кайгородском районах ситуация с кадрами положительная. Во многом благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». К слову, с этого года в республике на единовременную выплату в 1 000 000 рублей могут рассчитывать не только фельдшеры, но также акушеры и медицинские сестры, прибывшие на работу в села или поселки городского типа. Среди мер для привлечения новых медработников – компенсации, надбавки к зарплате, предоставление жилья, именные стипендии студентам, обучающимся в рамках целевой или контрактной подготовки. Александр Карепин, Артем Соколов, телеканал Юрган.